Эхо Москвы в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Нежелательная. Телемаган. Нежелательная организация. Телемаган уйшма. Нежелательная организация. Телемаган уйшма. Активиста из Башкирии Руслана Нурдинова оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией. Башкортостан аудиманы Руслан Нурдиновка телемаган уйшма белән хезмәттәшлеге өчен штраф салынган. Активиста из Башкирии Руслана Нурдинова оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией. Башкортостан аудиманы Руслан Нурдиновка телемаган уйшма белән хезмәттәшлеге өчен штраф салынган. Эхо Москвы в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. В 8 часов уже почти 11 минут башкирской столицы, и на Эхе Москвы в Уфе начинается Уфимский разворот. И сегодня вас приветствует Эльвира Зиганшина. Руслан Валиев, нашего звукорежиссера зовут Никита Полянин. Мы, как всегда, для вас работаем в прямом эфире. Пишите нам сообщения. Номер тот же, +7 927 304 10 51. Подписывайтесь. Трансляция доступна на Ютубе и Фейсбук. А там же на Ютубе можно общаться в чате, писать реплики нам и общаться между собой, пожалуйста. В общем, все стандартно, все как обычно на своих местах. Стандартный у нас сегодня ждет. И, в принципе, план разворот. тоже, да, обычный, с обзором прессы, с фрагментом, с голосованием и с гостьей. Во второй части эфира поговорим о погоде, о климате и обо всем, что связано с этим, с Велорой Горохольской. Это начальник, точнее, Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, кандидат географических наук. Поэтому вопросы на тему, которая, в принципе, каждого касается, мы также от вас ждем. Понятно, что мы начнем говорить о жаре, о странных таких аномалиях, которые сейчас происходят, о возможном вреде, последствиях и так далее. Все это после перерыва. А пока перейдем к обзору прессы. Я, Руслан, предлагаю начать с новостей культуры. Оскар Абдразаков стал заслуженным артистом России. Об этом пишет «Коммерсант». Указом президента России Владимира Путина, художественному руководителю Башкирского театра оперы и балета, Оскару Абдразакову присвоено звание «Заслуженный артист России». В документе указано, что оперный певец и режиссер отмечен наградой за большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу. Ну, с чем его можно и поздравить. В общем, человек заслуженный. Я думаю, что вполне себе ожидаемое событие. Да, вполне себе ожидаемое событие. Тем временем, надо сказать, важное решение суда, озвучить точнее его. Арбитражный суд Башкирии встал на сторону медиакомпании Рауфы Рахимовой и потребовал от государственного издательства выплатить несколько сотен тысяч рублей компенсации. Все почему? Потому что ранее это самое издательство отказалось печатать очередной выпуск газеты «Бонус». И это все отсылка к той самой истории, которая все еще длится в виде судебных исков и тяжб между изданиями и Александром Сидякиным, руководителем администрации главы Башкирии. Напомню, что в конце сентября прошлого года вышла публикация по поводу лифтового бизнеса, который, по данным наших коллег, принадлежал как минимум тогда гражданской супруге Сидякина. Это все было опубликовано на сайте про Уфу, на тот момент так он назывался, и, конечно, планировалось это все выпустить в печатном издании, аналогичном газете «Бонус». Но типография там нашла, значит, отмазки, как это принято говорить, и тираж не выпустила. Они, по-моему, сказали, что не получали, собственно, в печать.
Там, на самом деле, кстати, версии менялись в течение дня, но так или иначе они поступили по версии, значит, самих издателей незаконно, как минимум, и суд подтвердил эту самую незаконность. Теперь государственное издательство за бюджетный счет должно компенсировать убытки нашим коллегам, что, в принципе, в данном случае как бы не может не радовать с одной стороны, да, коллеги доказали свою правоту, с другой стороны, это, конечно, огорчает, поскольку бюджетные деньги, конечно, и по чьей вине, не по вине простых граждан, а по вине конкретных, видимо, чиновников, которые давали соответствующие указания. Но я, раз уж эту тему затронул, скажу, что у нас есть уже решение Ленинского райсуда не в нашу пользу по иску Сидякина к нам и Рамилю Рахматову за то, что мы разместили тогда заметку даже не о самом этом бизнесе пресловутом, а о том, что они, администрация, планируют подавать иск против ПроУФУ. Мы это опубликовали, еще раз напомню, не просто так, а с подачи пресс-службы главы республики, и лишь упомянули в материале, что вот этот иск будет касаться вот статьи о лифтах. И вот это само упоминание легло в основу иска уже против нас. Вот такая вот загогулина получается, как говорил Борис Николаевич. Печально все это, и никак конца этой истории не видно. Добавлю лишь, что мы, конечно, подали апелляции в Верховный суд. И как раз вот эта часть исков, связанная с Рамилем Рахматовым и нами, уже принята Верховным судом, и, судя по всему, начнется разбирательство там. Но это не единственный иск Сидякина против нас. Я напомню, что есть еще по поводу высказывания Андрея Потылицына в нашем эфире. Часть его высказывания тогда была опубликована в виде расшифровки. Короче говоря, черт ногу сломит. Очень сложная история и, мягко говоря, печальная. Да, но мы будем внимательно ее следить и, соответственно, освещать. А как же нас касается? Кто, как не мы, будем следить. Вот. Значит, я бы хотела отметить материал тоже наш, на сайте Эхо есть. Власти Башкирии до конца года намерены провести 61 форум с целью сформировать положительный имидж республики. Значит, они пройдут в нескольких странах мира. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Андрей Назаров. И, собственно, документ на официальном портале правовой информации размещен. Финансирование, кстати говоря, из бюджетных средств и из внебюджетных. Пока о сумме не сообщается. В списке запланированных событий указана неделя правительства, неделя семьи, визит официальной делегации Алтайского края, Всероссийский инвестиционный Сабантуй Зауралье 2021, съезд Ассамблеи народов Евразии, ежегодный фестиваль «Молочная страна-2021» и другие. Некоторые мероприятия пройдут даже в зарубежных государствах, например, в Ташкенте планируется бизнес-миссия деловых кругов Башкирии и Узбекистана. В Европейском Союзе чемпионат жокеев и наездников Коневодческого союза стран Средиземного и Черного морей. В Иране международная выставка «Иран Ойл Шоу 2021». В Арабских Эмиратах выставка «Халяль Экспо Дубай». В общем, целый набор. С имиджем все будет в порядке, да, будем с имиджем, считать. Я думаю, все будет хорошо в 2021 году. А я продолжу также обозревать материалы нашего сайта. В Уфе суд оштрафовал регионального лидера КПРФ на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного мероприятия. История произошла 1 мая. Коммунисты подошли к памятнику Ленина возложить цветы, но не тут-то было. Полиция, значит, попыталась тогда задержать Кутлугужина как якобы организатора публичной акции, хотя коммунисты говорят, что это просто возложение цветов было в честь Дня весны и труда. В итоге не просто его тогда пытались оштрафовать, но даже 20 тысяч рублей присудили по известной всем статье об организации несанкционированных публичных мероприятий. Вот такая вот история. При том, что Кутлугужин не просто человек, а так называемый спецсубъект, он действующий депутат Госсобрания, как, например, вот я член избирательной комиссии. В таких случаях при присуждении административки суды должны иметь санкцию регионального прокурора. Это, конечно, формальность, но эту формальность надо соблюдать. В данном случае, вот по данным коммунистов, которые нам сообщили эту новость, никто эту санкцию не получал. Поэтому есть шанс, очень высокий шанс, что в Верховном суде это решение не устоит. Более подробно можете читать на нашем сайте. Ну и еще немножко о личностях. Глава Башкирии внес кандидатуру бывшего главного федерального инспектора и экс-министра МВД по Башкортостану на должность уполномоченного по правам человека. Соответственно, он внес это дело на рассмотрение Госсобрания. Не первый раз у нас попытка назначить омбудсмена уполномоченного происходит. Я напомню, что Рим Каюмов, который много лет, с 2009 аж года работал на этой должности, давно уже подал в отставку, потом остался в исполняющем обязанности.
После него прочили на эту должность Зульфию Гайсину, экс-кандидата на должность главы республики и ныне ответственного секретаря СПЧ. Однако, по неподтвержденным официально данным, ее кандидатура не прошла утверждение, потому что якобы она в свое время была активным участником движения «Открытая Россия», там, Михаила Ходорковского, участвовала в протестных акциях. И ее не согласовали, дескать. Потом планировали на должность Милану Скоробогатову, значит, детского омбудсмена многолетнего республики, но она, кстати, нам вчера заявила, что все-таки решила идти в Курултай депутатом, а не омбудсменом. И вот Михаил Закамалдин станет таковым, и, соответственно, это вызывает вопросы у людей, насколько уместно бывшему министру аж МВД заниматься правами человека. Да, конечно, человек, наверное, грамотный, и даже неплохой, многие его оценивают, но насколько это соответствует? Все-таки, да, вот есть понятие такое силовик в душе. И есть профессиональные искажения, которые случаются с человеком в любой профессии, которая находится длительное время, и как человек, который вообще-то принимает быстрые, четкие, однозначные достаточно решения в силу занимаемой должности, сейчас будет заниматься защитой прав людей. Неплохо, да, вот ты по поводу этих быстрых, четких решений говоришь. В данном случае как раз ведь это не подходит. Но мы, как всегда, будем надеяться, а вдруг вот мы ошибаемся? Вот мы же не можем заранее видеть. Руслан, я вот совсем... У меня не оптимистичный прогноз. Я считаю, что это все-таки должность для человека с несколько другим складом ума. Угу. Это все-таки про рефлексию и про покопать. Ну да. И еще немножко давайте почитаем. Башинформ о том, что в Уфе стартует спецоперация «Электросамокат». Сотрудники ГИБДД якобы проводят уже профилактические мероприятия под этим самым кодовым названием «Электросамокат». В госавтоинспекции пояснили, что эти самые меры направлены на пресечение нарушений, допускаемых водителями электрических видов транспорта, и профилактику ДТП с их участием. Ох, как все это громко сказано, конечно. Что-то я вообще никак не представляю, каким образом все это можно осуществить с тысячами водителей самокатов по тротуарам, паркам и так далее. Ну, тут, конечно, говорят, что вот у нас началась уже статистика печальная, ДТП стали происходить, поэтому это все важно. То, что важно, мы не спорим. Но вот как они собираются это все реализовывать, на основании каких статей и прочее, ведь правовой статус, опять-таки, до конца не определен. Там, по-моему, что-то как пешеходы они считаются, нет? Мы, кстати, в транспортном часе с Олегом Арефьевым на прошлой неделе эту тему обсуждали. По-моему, даже не совсем пешеходы. Там не велосипеды или... Вот сейчас не хочу врать, к сожалению, не до конца запомнил. Ну ладно, у нас и время обзора прессы подошло уже к концу, поэтому мы сейчас послушаем фрагмент вчерашнего эфира с политологом и экс-ректором БАКСУ Сергеем Лаврентьевым. Давненько его у нас в эфире не было, и, наверное, поэтому вчера эфир получился очень неплохим и насыщенным. Давайте послушаем. У нас тут любопытное явление происходит с уполномоченным по правам человека. Я лишь напомню слушателям, что у нас давно эта должность, по сути, вакантна. Рим Каюмов много лет работал, потом туда Зульфию Гайсину прочили, ответственного секретаря Совета по правам человека. С ней не получилось. Дальше Милану Скоробогатову, бывшего детского омбудсмена. И вдруг в последний момент, вот эти предыдущие варианты как-то были понятны относительно. Ради Хабиров предлагает, по крайней мере формально это он делает, Михаила Закамалдина, бывшего министра МВД, а также федерального инспектора. Как же так? То есть права человека и вот... Силовик. Будем сразу сказать, что, конечно, правами человека органы внутренних дел занимаются. Но они очень часто, вот эти органы, являются главными нарушителями прав человека. Инспекторы дорожного движения и так далее, и так далее. Милиционеры. Кого они будут защищать? Чьи права? Ущемленные права работников органов внутренних дел? Ну, наверное, их тоже нарушают. Они даже их тоже надо защищать, я согласен. Так же, как и всех. Ну, а когда ты всю жизнь формировался как защитник вот этой вот системы, через какие очки ты будешь смотреть на права, так сказать, маленького человека? Ну, то есть вам эта инициатива не нравится? Не то, что я ничего не имею лично против, потому что он неплохой был министр, хорошо, так сказать, работал и так далее, нормально. Но он знает правила системы. Да. И человека не из системы. Системный человек никогда не назначен. И опять-таки это, я так понимаю, систему эту самую ослабляет де-факто. Да. Не укрепляет. Не укрепляет. Доверия нет. Ага. Пока не будет доверия... Вот можно даже смотреть, что такое вот легитимность. Легитимность – это законность, основанная на доверии. Вот все будет законно, но доверие исчезнет, значит, исчезнет легитимность. Как нам из этой ситуации выбраться? У нас единственная какая-то более-менее крупная оппозиционная политическая сила сейчас закатывается в асфальт. Я имею в виду тех же активистов Навального, которые, кстати, не все лично за ним шли, а шли за идеями, да? Как система добавит к самой себе противовесов и сдержек? Она же
в другом направлении движется. Здесь, я думаю, что ситуация, конечно, прямо скажем, непростая. Основная у нас людей поддерживает нынешнюю. Здесь вот мне вчера студенты в педуниверситете сказали, что как вот люди идут, сейчас как голосуют, мол, буду голосовать за привычное, потому что как бы хуже не было. Есть такая логика. Я говорю, эта логика, она идет от истории нашей ментальности, нашего народа. К сожалению, мы так воспитаны, что хуже было и неоднократно. Поэтому, что хуже не было, давайте все-таки это поддержим. С этим бороться бесполезно. Это меняется, чтобы изменить сознание, нужно минимум 3 поколения, а это 60 лет. Но пока у нас только 30 позади, и то не факт, что их все можно посчитать, да? Да. Поэтому здесь время и активность. А активность... молодежь на нее рассчитывает, что ныне на выборы придут те люди, которые никогда на них не ходили, и проголосуют. Я не уверен, что это произойдет именно в эти выборы. Хотя эти выборы, они принципиально имеют значение, потому что Дума в ближайшие 5 лет, она будет присутствовать и являться гарантом правового транзита власти. И на случай, если Путин не решит использовать свое новое право. Это достаточно интересно. Но там разные, использовать, не использовать, разные факторы есть. Все-таки возраст тоже имеет значение. Сергей Лаврентьев был гостем программы «Персонально ваш» вчера. Всегда напоминаем, где можно найти полную версию эфира. У нас телеграм-канал есть, инстаграм-аккаунт и, конечно, ютуб-канал, где вы нас можете смотреть во всех смыслах. Сегодня скажу, что в «Персонально ваш» будет Константин Чадлин, опять же, нашей аудитории человек знакомый, бывший активист молодой гвардии «Единой России», человек, который сейчас, в принципе, придерживается совершенно иных, оппозиционных, будем говорить, взглядов, поскольку находится в политической эмиграции в Эстонии и уже не один раз выходил оттуда в эфир. Накопилось, что обсудить, поэтому поговорим после 15 часов, а вы свои вопросы присылайте. Итак, что еще надо сказать? В принципе, по этой части все. Перейдем к интерактивной нашей части небольшой, и вот что обсудим. У нас коронавирус. Да, вроде как. Прививочная кампания идет. В некоторых странах мира локдаун сохраняется, смертность растет, и заболеваемость тоже. У нас официально более-менее все ровно. И на этом фоне происходит такая даже, наверное, не побоюсь этого слова, шизофрения. С одной стороны, у нас официально масочный режим, у нас ограничения, у нас сложности, например, с выпускными. Там как-то родители сейчас уже право вроде как имеют прийти, но с осторожностью, если администрация школы, разрешит и так далее. И так далее. Какие-то эти условности все. С другой стороны, у нас разрешены массовые мероприятия, у нас проходят концерты. Буквально вчера я видел фотографии с мероприятия в Уфа-арене, там просто тысячи людей популярную исполнительницу современную слушали. С одной стороны, это все... Некоторые люди, скажем, возмущены этим самым, некоторые довольны и давно уже маски сняли. Тут, как говорится, сейчас я выбор не делаю, кто прав, кто виноват. К вам вопрос будет следующий в этом смысле. С учетом всех этих факторов многочисленных, как вы считаете, стоит ли властям на сегодняшний день взять уже и отменить все противоэпидемические мероприятия? Как то масочный режим, ограничение каких-то вещей и так далее, и так далее. Если вы считаете, что да, уже пора это сделать, потому что совершенно все это потеряло смысл всяческий, и это смешно выглядит, то ваш телефон 262 72 47. Если вы все-таки против, наоборот, надо, как говорится, привести к общему знаменателю все, усилить этот самый режим и сделать так, чтобы он соблюдался ровно так, как он соблюдался, например, год назад, то ваш телефон 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, 262 72 47, номер телефона для тех, кто считает, что пора прекратить все эти танцы с бубном вокруг коронавируса, по крайней мере у нас, и отменить все противоэпидемические мероприятия и даже не упоминать их. 262 72 47. Ни в коем случае болезнь никуда не ушла. Нужно, наоборот, прекратить лицемерить, например, и вновь ввести ограничения. Может быть, не самые строгие, не локдаун вводить, не закрывать предприятия, позволить людям работать, но все-таки и не разрешать все эти массовые тусовки. 262 72 48. Что думаешь? Я думаю, что все-таки нужно как-то соблюдать меры безопасности в плане дистанции, в плане ношения масок, потому что вакцинация это у нас, конечно, идет, но идет она черепашечьими шагами относительно других, например, если мы говорим развитые страны, то у нас очень небольшой процент вакцинированных, то есть угроза по-прежнему сохраняется. Поэтому я за то, чтобы люди как-то все-таки
все-таки соблюдали меры. Но, с другой стороны, очевидно, что люди, видимо, устали бояться. И еще, мне кажется, складывается ложное ощущение у всех, что все или переболели, или вакцинированы. Мне кажется, какое-то вот такое. Ну, то есть... не то вроде как не работает, да, вот даже если судить по окружению, по разговорам с людьми, не так. Вакцинированных буквально единицы, переболевших официально тоже, как бы, они, конечно, есть, но не так, чтобы абсолютное большинство. Артур нам пишет, жизнь сама отменяет маски, как бы философское такое умозаключение он делает. Да, наверное, как-то так оно происходит, но, может быть, тогда пора подстроиться властям под жизнь, которая отменяет маски, и отменить уже все эти формальные ограничения, потому что все это видят и признают. Каждый раз даже смеются там по поводу того, как ведут себя официальные лица. Значит, без маски стоит тот же глава республики, через 5 минут ее одевает, потом снимает. И пресс-служба вынуждена объяснять, потому что, оказывается, вот в этой ситуации он стоял с людьми, которые вакцинированы, а в этой ситуации он общался там с ветеранами. То есть вот это вот даже делать то, что приходится, лично мне как-то вот оно, я не знаю, вызывает у меня, точнее, недоумение. Вот не знаю, как-то надо, наверное, договориться и к чему-то одному прийти. Руслан, это надо взять все-таки ответственность большую на себя. Это риск. Я сейчас не говорю, что надо отменить. Может быть, надо наоборот ужесточить. И поэтому мы и голосуем, кстати говоря. И результат у нас следующий, друзья. Всего 19% говорят, что нужно отменить, и 81% большинство говорят, что все-таки надо сохранить и даже усилить, может быть. Так какие что сознательные у нас слушатели. А мы уходим на новости, поговорим о погоде и климате после перерыва. Оставайтесь с нами. «6:30 в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил об обеспокоенности Белым домом присутствием российских военных близ границ Украины. Он также выразил озабоченность состоянием здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, а также по поводу ситуации с притеснением оппозиционных организаций. Как говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса по итогам встречи дипломатов, Блинкен также напомнил о желании Вашингтона достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, но подчеркнул, что власти США намерены решительно защищать американские интересы, когда действия России угрожают штатам или их союзникам. Кроме того, Блинкен призвал Москву вернуть свободу американцам Полу Уиллану, осужденному за шпионаж, и Тревору Риду, отбывающему срок за нападение на полицейских. Wall Street Journal, ссылаясь на американские и зарубежные источники, пишет, что режим прекращения огня между движением Хамаса и властями Израиля может вступить в силу уже сегодня. Ранее исполнительный секретарь ЦК движения ФАТХ Джибриль Раджуб сообщал, что соглашение о прекращении огня между движением Хамаса и Израилем может быть достигнуто в течение 24 часов. В свою очередь, портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщал, что Израилю для завершения военной операции против палестинских радикалов понадобится еще несколько дней. Между тем, сегодня состоится заседание Генассамблеи ООН по вопросу о ситуации на границе Палестины и Израиля. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты намерены добиваться ослабления этого конфликта. Мы глубоко обеспокоены ситуацией. Палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности. Мы полностью поддерживаем законное право Израиля на самооборону и в самых решительных выражениях осуждаем ракетные удары. Но всякий раз, когда мы видим жертвы среди гражданского населения и особенно детей, гибнущих под перекрестным огнем, мы не можем оставаться равнодушными. Энтони Блинкен также отметил, что Израиль должен сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Уволенные из-за поддержки Навального сотрудники московского метро пожаловались главе СПЧ Валерию Фадееву. По сведениям интернет-издания «Открытые медиа», они просят оказать содействие в восстановлении своих прав. Как рассказал председатель независимого профсоюза «Московский метрополитен» Николай Гостев, под обращением подписались 38 человек. В Москве сейчас 16 градусов, днем 21-23, без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Стать избирателем просто.
Это можно сделать с любого смартфона. Предварительное голосование «Единой России» будет проходить в электронном формате на сайте pg.er.ru. Чтобы принять участие в голосовании, нужно зарегистрироваться через портал госуслуги. На главной странице сайта pg.er.ru нажмите кнопку «Хочу голосовать», а затем войти через госуслуги. После авторизации нажимаем кнопку «Зарегистрироваться в предварительном голосовании». И все. С 24 по 30 мая в разделе «Бюллетени» вы сможете проголосовать. Стать избирателем просто. Поздний час, половина первого, в аптеку не пойти. Но Фармленд всегда в сети. Лишние движения делать смысла нет. Есть же приложение у аптек Фармленд. Зачем в аптеку идти? Фармленд для вас всегда в сети. Здесь цены ниже и большой ассортимент. Удобный сервис для вас. Чтобы сделать выгодный заказ, установите приложение Фармленд. Подробности на farmland.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 35 минут в Уфе. На Эхе новости, у микрофона Руслан Валиев. Экс-замминистра ЖКХ Башкирии Ильдус Мамаев должен вернуть государству более 113 миллионов рублей. Об этом сообщает портал УФА-1 со ссылкой на сведения Уфимского районного суда, удовлетворившего иск прокурора о взыскании с бывшего чиновника стоимости сделок по приобретению иностранной валюты, а также обращении в доход казны двух квартир в Уфе и 2 земельных участков в Алуште. Напомню, Мамаев занимал должность заместителя министра с 2014 до 2020 года. Как ранее сообщало «Эхо», уже в ходе прокурорской проверки Мамаев за несколько дней переоформил многомиллионное имущество на родственников, которые также не обладали финансовыми возможностями. Эти договоры дарения и купли-продажи признаны недействительными в силу их ничтожности. Чиновник сложил свои полномочия по собственному желанию после проверки. У стадиона Гастелло в Уфе грузовик сбил 13-летнего подростка. Ребенок на велосипеде оказался под колесами КАМАЗа и скончался до прибытия скорой помощи. Как сообщила ОГИБДД, трагедия произошла днем 19 мая. Водитель грузовика пояснил, что свернул с Гастелловского путепровода, когда услышал удар в правый борт и, остановившись, обнаружил под задними колесами ребенка. Он заметил, что незадолго до этого увидел 2 велосипедистов, стоящих у столба, однако по ходу движения якобы никого не было. Ведется следствие. Напомню, в мае 2019 года женщина за рулем Ниссана X-Trail на перекрестке проспекта Октября с улицы Бессонова при повороте наехала на 9-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Мальчик скончался в машине скорой помощи. Фонд Александра Симака предложил построить на озере Кашкадан многофункциональный спортивный комплекс с Академией Олимпийского резерва по хоккею. Инвестиции оцениваются в 1 миллиард 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана. По словам замминистра Рустама Муратова, проект комплекса позволит республике претендовать на проведение международных спортивных соревнований, будет способствовать популяризации спорта, а также закрепит привлекательность частных инвестиций в социальной сфере. Проект предусматривает создание на базе комплекса Академии Олимпийского резерва по хоккею с шайбой, фигурному катанию и плаванию. В качестве площадки рассматривается берег озера Кашкадан. В министерстве пояснили, что инициатору проекта предложено несколько вариантов реализации его, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, при котором будут предложены налоговые льготы, земля без торгов и подготовленная инфраструктура. В завершении выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе ясно и плюс 20 градусов. В течение дня ясная погода сохранится, температура повысится до плюс 27. Руслан Валиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте.
Продолжаем прямой эфир Уфимского разворота на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. И не только на волнах, но и на YouTube-канале. В студии Эльвира Зиганшина. Руслан Валеев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы переходим к второй части нашей программы. И будем дозваниваться до нашей сегодняшней собеседницы, которая у нас впервые, кстати говоря, планируется в гостях. А именно начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, кандидат географических наук Велора Горохольская. Раньше бы мы сказали просто гидрометцентр. Я вот помню в своем детстве советском. По данным гидрометцентра говорили, значит, погода такая-то. И, кстати говоря, тогда в прогнозах указывался очень большой интервал. Говорили плюс 5, плюс 10. Сейчас прогнозы совсем другие. Сейчас максимум... сейчас по часам пишут. Сейчас и по часам в том числе пишут, да, и по поводу облачности, которая может быть больше или меньше, тоже расписывают все внимательно. Но иногда сюрпризы возможны. Да. Велора Хуснуловна, доброе утро. Мы с вами в прямом эфире. Доброе утро. Да, Зинуровна, если что. Доброе утро. Ой, простите, да, конечно, Зинуровна. У меня воспитательницу детского сада. Отчество было такое. Доброе утро. Ну, что у нас с вами происходит? То, что сейчас у нас в мае бьются температурные рекорды. Вот, насколько я помню, мы с вами ждали так называемую среднюю весну. По крайней мере, вот вы, выступая в марте на оперативке у главы республики, говорили, что вроде бы ничто не предвещает каких-то аномальных условий. Весна будет средняя, но вот вроде она уже не средняя. Или я ошибаюсь? Вы совершенно правы, но, извините, выступление было в марте, это достаточно большая заблаговременность, и прогнозы, которые даются долгопериодные, соответственно, оправдываемость у них 60-70%. Ну и потом, смотрите, средний. У нас, если взять, допустим, февраль, у нас он вышел примерно средний, но начало февраля было теплое, конец февраля было аномально холодным, в итоге получилось среднее. Но то же самое можно вот было сказать о том, что было озвучено в марте. Но, естественно, такой аномальной жары предвидеть задолго нельзя. То, что у нас произошло, последний раз мы это видели 25 лет назад. В 96-м году у нас был такой тоже аномально теплый май. Ну вот эта аномальная температура, выше средней температуры где-то на 7-10 градусов, сейчас она отмечается у нас с 12 мая. Да, май у нас очень такой необычный и сухой. Сейчас вот за половину месяца, по наблюдениям наших метеостанций, на некоторых из них самое большее, что выпало, это 14% осадков от нормы. Вот это, конечно, отдельно печальная история. К этому сейчас перейдем. А вот скажите, как объясняется это постфактум? Что происходит с атмосферными явлениями? Ну, условно говоря, я понимаю, что это антициклон, да, когда высокое давление, нет облачности. Это что? Это Средняя Азия на нас повлияла сильно или что? Да, это у нас в средней тропосфере наблюдаются потоки с юга, ну, в основном с юга, где со Средней Азии, как вы сказали, и происходит вынос теплого сухого воздуха. Над нами сейчас в средней тропосфере долгое время стационирует гребень, если так вот это будет понятно. Ну, и мы находимся... А что за гребень? Но гребень это область такая повышенного давления, если представить ее визуально, ну, наподобие такого, как холма вытянутого, да. Вот ложбина, вы представляете себе овраг? Ложбина — это овраг. А гребень — это вот на 180 градусов наоборот, если относительно поверхности Земли. И, соответственно, когда потоки таким образом у нас распределяются, и все массы, они вот следуют вдоль вот этих линий, за линией этого, как сказать, гребня. Ну, ветер в средней тропосфере южный. И, соответственно, со Средней Азии весь этот южный сухой воздух, он приходит к нам. Но сейчас у нас в последнее время такая тенденция на планете, что вот эти потоки либо с севера, либо с юга, они преобладают. Если раньше мы наблюдали зональные переносы, вот как это примета, что было в Москве через 2 дня у нас, это было гораздо чаще, и как бы все это работало, то сейчас, даже вот если вспомните похолодание, снега, которые были не характерны для Европы в этом году, да, это тоже все обусловлено вот этими меридиональными процессами с севера, вторжениями масс с севера. У нас сейчас вторжение, можно сказать, с юга. Поэтому мы вот это следствие, вот, если глобально про планету Земля говорить, это следствие так называемого потепления или там глобального похолодания. Это что? Ну вот вы знаете, вот сейчас в Калининграде у нас приехали знакомые, там плюс 15. Можно сказать, что у них похолодание. То есть где-то похолодание, где-то потепление. В глобальных масштабах, конечно,
Это надо рассматривать всю Землю целиком. И у нас основной дирижер в этом плане – это океан. Но океан у нас очень мало изучен, как вы знаете. У нас там наблюдения ведут, конечно, какие-то станции морские, либо суда морские, но там сеть очень редкая. И поэтому сказать, что происходит в океане, и к тому же мы не знаем, что происходит на дне океана. Возможно, там есть какие-то извержения, вот эти, как лавы, да, опять-таки, как это влияет на распределение. Но в конечном итоге все у нас воздушные массы, все вот эти тропические циклоны и все вихри атмосферные, они зарождаются в океане. И поэтому, ну, вот сейчас вот Гольфстрим, например, у нас там что-то, да, теплеет и уже не доходит до севера. У нас тают ледники, вот в Арктике уже достаточно заметно. У нас вечная мерзлота там отходит. Но, возможно, это просто какие-то циклические колебания климата. Они измеряются тысячелетиями. У нас от этого мы можем только по каким-то раскопкам, по каким-то останкам судить, как приходило, уходило тепло, да, по этим растениям, животным, которые мигрировали. Понятно, что это вопрос очень глобальный. Вилора Зиновьевна, смотрите, а вот возвращаясь к нашей территории, да, вот ситуация вот сложилась такой, какая она есть. Сейчас что вы можете предсказать? Вот, условно говоря, для сельского хозяйства нынешние явления очень уже становятся печальными. Если так продолжится еще в течение 2 недель, это уже катастрофа, я считаю. Вот что дальше? Ну, мы ждем завтра небольшое послабление вот этой жары в виде коротких дождей, кратковременных дождей, ливневых с грозами, со шквалистым усилением. Но это такой особо, конечно, помощи не окажет. Потом в субботу-воскресенье опять у нас восстанавливается тепло и будет пожарче. А если... Вот еще 25-26 мая нам прогнозируют некоторые там... Ну, вообще сейчас неустойчивости будет побольше, но таких затяжных, облажных дождей, связанных с циклонами, пока ни одна прогностическая схема не дает. Вот будет такое у нас, размытое поле, вот как позавчера у нас с утра ходили тучки и шли дождики. Вот такие дожди локальные, они будут. Хотя полезен был бы именно такой затяжной облажной дождь. Ну да. Но вот завтра будет проходить фронт, да, мы ждем прохождения фронта, но опять-таки это одним днем, и летом у нас такие осадки, что они, видите, локальные местами, временами. Где-то есть, где-то вот слушатель спрашивает нас по телеграмму, правда ли, что Уфа переходит в засушливую зону, как раньше было Башкирское Зауралье? Если да, то с чем это связано? Ну, засушливую зону, да нет, я бы не сказала, у нас по количеству осадков у нас... Но Зауралье это у нас очень своеобразная зона, от Уфы до Зауралья очень далеко. Действительно, вот мы наблюдаем Зилаи, Рак-Яр, их погода, она очень ближе как раз вот к тому региону, Магнитогорск, Орск, вот это Оренбургская область, Челябинская, у них вот климат по температурам, по осадкам, по явлениям, он ближе к ним, конечно, а Уфа нет, Уфа далеко достаточно. Ну, то есть общая статистика, в принципе, не изменилась по году? Нет. Я, Вилора Зинуровна, хотела вот о чем спросить. Вы говорили, что последняя такая жара была в 96-м году, а если вспомнить последствия вот этой жары, то какие они были, и могут ли нам вот этот вот опыт как-то сейчас помочь изменить ситуацию? Последствия имеете в виду для сельского хозяйства? Да, в первую очередь для сельского хозяйства. Ну, наверное, может лучше спросить Министерство сельского хозяйства, поскольку мы не занимаемся вот этими вопросами. Единственное, что мы относительно сельского хозяйства, это мы обследуем поля на предмет увлажнения. У нас каждую декаду берутся пробы на различных участках, и запасы влаги в почве. В пахотном слое мы определяем и до 100 сантиметров. Естественно, они снижаются. Вот если первая декада, она была более-менее около нормы, то вот сегодня мы производим отбор, и на следующий день, буквально завтра, послезавтра будут известны результаты по второй декаде. Ну, конечно, они уже снижаются, да. Ну, о последствиях, как оно сказалось, ну, можно поднять и проанализировать, в конце концов, какая там была у нас урожайность. Я не знаю, на тот момент, возможно, было больше развито все эти оросительные системы, которые у нас работали. Возможно, это как-то Вот сейчас вы упомянули... Ну, смотрите, 95-96 год, опять-таки, мы же озвучивали, что был май. Май был теплый. А какое было лето, такой вопрос не стоял. Вполне возможно, что надо проанализировать. Может быть, там было все нормально в июне, в июле. Как бы на сельском хозяйстве это не особо сказалось. Жара майская, я имею в виду конкретно. А про лето вы нам не можете сейчас какой-нибудь прогноз? Какое будет лето? Да, на этот год. Лето нам Гидрометцентр дает
пределах нормы. Но опять-таки я вам объясняю, что норма за месяц, это может быть плюс в начале, минус в конце, в среднем будет норма. Поэтому сказать по дням, когда это будет, какая жара, какие превышения, это, Понятно, дело неблагодарное. Правильно. Вот материально-техническая база, что ли? Вопрос, опять же, от слушателя к нам пришел. Дмитрий спрашивает. У гидрометцентра были проблемы с размещением некоторых станций наблюдений за атмосферными явлениями. Их вытеснили из Уфы и на Павловке, а предлагаемые участки не подходили из-за близости к частному сектору. Что с этим явлением сейчас? Решились ли эти проблемы? Мы сейчас, да, вот вы знаете, у нас наблюдения проходят на многих станциях больше 100 лет. И, естественно, если раньше это была окраина села, то постепенно с ростом населения и со стройками все это уже вокруг обросло различными строениями, как у нас, допустим, происходит сейчас в Деме. Что значит вытеснили на Павловке? На Павловке, да, согласна, там у нас очень хорошо там все было застроено. Но здесь, видите, вот эта вот застройка, она мешает нашим наблюдениям и влияет вот особенно ветровой режим. Если кругом стоят препятствия, то, естественно, мы не можем фиксировать ветер, какой есть в природе. Опять-таки, вот этот максимальный ветер, который есть в природе, он потом необходим тем же самым строителям. Получается, как бы нелогично. Нас застраивают, нас куда-то там вытесняют, и в итоге потом сами же пользуются нашими данными. То есть... и температура, само собой. Вот, что касается, к примеру, в Уфе, у нас метеостанция, что значит вытеснили у нас, пока у нас одна городская метеостанция, которая в Башгидромету, это пост в районе Зорге, где наше здание расположена, площадка. И второй у нас наблюдательный пункт Уфа-Дема, да. Вот там у нас, конечно, небольшие проблемы тянутся, там хороший, я так понимаю, для застройщика какой-то кусок. Насчет того, чтобы перенести, пока мы наблюдаем на этом месте, ни о каком переносе пока, мы ведем переговоры, но то, что устраивает нас, не устраивает остальных, то, что предлагает нам, не устраивает нас. По понятным причинам у нас там должно быть все это открыто, соответственно. Это возвышенность должна быть, наверное, какая-то? Нет, это должна быть ровный, как раз-таки наоборот, ровный участок местности, но он должен быть схож с природным. Он должен быть кусок местности из природы, можно так сказать, взятый. Там, естественно, не должно быть перепадов, не должно быть каких-то линий электропередач, застройки, вот это все. То есть антропогенного влияния. Да, и антропогенного, не должно быть там ни болот, ни рек рядом, ни ручьев. То есть это должен быть характерный участок местности. Скажите, а вот несколько лет назад на дорогах республики, прежде всего на федеральных трассах, устанавливали такие посты, что ли, мобильные, с датчиками всякими? Метеостанции, да. Вот, они как? Я их-то физически вижу, когда я по дорогам передвигаюсь, но они вообще функционируют, собирают какие-то данные, передают их куда-то? Да, они функционируют, это, Федеральное дорожное агентство, или надо уточнить, их владельцы конкретно я не могу сказать, но они все объединены в сеть. Это все можно в режиме онлайн, мы это тоже можем, имеем доступ к этим сведениям, там есть видеокамеры расположены у них, и мы можем тоже ими пользуемся даже, да, и наблюдают они. У них прежде всего, я так понимаю, основное это наблюдение за дорожным покрытием, чтобы вовремя отреагировать и начать бороться с гололедицей. Но также они наблюдают, да, за ветром, за температурой. Только единственное, они не могут быть включены в единую сеть Росгидромета как наблюдательные посты в связи с тем, что у нас в Росгидромете, во всем мире в гидромете как таковом есть стандарты, на которых определяется температура. Допустим, температура определяется на уровне 2 метров от земли, ветер определяется на уровне 10 метров от земли. А здесь понятно, в силу антивандальных решений и всего прочего, они установлены повыше все эти метеостанции, поэтому для сопоставления не годятся данные. Именно для гидромета, как я хочу сказать. А так они, в принципе, конечно, они очень даже полезны, и они функционируют все, да. Я напомню радиослушателям, что у нас на прямой связи со студией Вилора Горохольская, руководитель гидрометеоцентра, так скажу коротко, Республики Башкортостан. Тут разного рода вопросы, такие, скажем, бытовые, но все-таки, наверное, сформулирую я. Повторится ли лето 2010 года, спрашивают сразу несколько человек. Хотя вроде вы сказали, что это сложно. Мало ли, какие-то, может быть, косвенные есть уже наметки, что есть риск повторения хотя бы.
Ну, нет, лично я таких прогнозов пока дать не могу. И пока у нас это... Ну, вот вы знаете, то, что там были какие-то приметы, мы рассматривали этот 10-й год. У нас была холодная зима и жаркое лето. Вот как там тоже такая примета, как существует у населения, да. Эта зима у нас, не сказать, что она была сильно холодная, у нас только февраль, конец февраля был ниже, аномальный, на 7 градусов ниже нормы. Так что холодной зимы не было, и будет ли это жаркое лето? Хорошо. Жители севера Уфы вот спрашивают, почему не пробиваются туда дожди, которые идут над полуостровом в южной части? Не мешают ли испарения рек? Вот такой вот вопрос. Ну, у нас, вы знаете, иногда бывает так, что в Черниковке идут дожди. У нас были такие, мы замечали даже, вот, допустим, там выпадают достаточно сильные, хорошие проливные дожди, но поскольку у нас там нет наблюдательного пункта, нет метеостанции, мы не можем их зафиксировать, а до юга они не доходят. Так что не сказать, что это в основном все проливается над южной частью. Нет, это от этого не совсем зависит. Понятно. Вот, кстати, я так понимаю, не хватает все-таки, да, материально-технической базы. Даже вот элементарно на севере Уфы хотелось бы, я так полагаю, иметь тоже свой наблюдательный пункт. Да, на севере можно было бы, установить, но хотя бы даже, или какой-то автоматический, сейчас есть автоматические метеорологические станции, автоматические осадкомерные комплексы. Да, наверное, надо над этим подумать и установить. Раньше у нас были наблюдения в Максимовке, когда там функционировал аэропорт, у нас была авиационная метеорологическая станция, и мы имели данные, но потом она прекратила, существование. А вот по республике всякий раз, когда происходит что-то экстраординарное, неожиданный там снегопад зимой, там, я не знаю, ураган летом, всякий раз начинают ругать тех же синоптиков, что вот не предсказали. Синоптики начинают говорить, а у нас количество метеостанций там по сравнению с советским периодом там в 5 раз меньше. Я сейчас условно пальцем в небо тыкаю. Так ли это действительно? И насколько нужно нам вырасти для того, чтобы все-таки избавиться от таких вот неожиданностей? Ну, вы знаете, природа, она все равно непредсказуема, всего предсказать невозможно. Количество метеостанций на прогнозы, оно не сильно повлияет, оно может повлиять только на подтверждение наших прогнозов, потому что многие явления, особенно летние, там шквалистые, усиление ветра, какие-то грозы, град, они могут пройти мимо наших станций, так скажем, могут быть не зафиксированы. Вот если взять, допустим, шквалистое усиление ветра, у нас идет грозовое облако, под ним формируется эта линия шквалов. Если метеостанцию задело, то, естественно, мы зафиксировали далее. Если это прошло где-то в городе, посносило крыши, либо в населенном пункте, повалило деревья, посносило крыши, то, естественно, тоже мы это фиксируем. А если это прошло где-то в поле, оно было, но поскольку ни на кого не оказало негативного воздействия, не зафиксировано метеостанциями, единственное, у нас вот сейчас есть, конечно, доплеровский метеорологический радиолокатор в аэропорту расположен, и уже по наблюдениям этого локатора мы можем по отражению смотреть, где какие проходят вот эти образования. И, соответственно, там есть расчеты, которые нам дают, что характеристики и явления, которые они могут с собой нести. И благодаря вот этому локатору мы видим и можем подтверждать, где что наблюдалось. Но это касается конвективных явлений летних. А что касается зимних, там, конечно, снегопады, вот эти обильные и все прочее, оно плохо улавливается вот этим, поскольку там отражаемость и все прочие характеристики, они не так хорошо интерпретируются. Интересно, но не просто для понимания. В любом случае, спасибо вам большое за подробные ответы на такие животрепещущие вопросы. Я благодарю нашу сегодняшнюю собеседницу, начальника Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилору Гарахольскую, а также всех, кто сегодня был с нами в это очередное жаркое утро. Эльвира Зиганшина. Руслан Валеев, Никита Полянин. Спасибо, что были с нами. Хорошего дня. Оставайтесь на эхе. Мягкой